Здравствуй, родная республика! В эфире информационно-увлекательная и вдохновляющая на общение «Студия 11». Любители эпистолярной связи совсем недавно отметили знаменательные события. В мире нашлись самые пожилые друзья по переписке. Британцу и американке, которые обмениваются письмами вот уже 84 года подряд, исполнилось по 100 лет. За все эти годы такого общения они виделись всего дважды. Но это никак не повлияло на теплоту их письменного взаимодействия. Давайте же загадаем, чтобы и наша с вами коммуникация обязательно отметила такую красивую дату. Ну а пока мы начинаем наш новый выпуск, и вот его главные темы. Праздник сильных и отважных. В России отмечается День Героев Отечества. Хоккей – это навсегда. Как зарождалась ледовая игра в Печоре и как чествуют там ветеранов спорта. Долой стресс, если хочешь, чтобы улыбка была красивой. Как переживания могут сказаться на зубах. В 2007 году в памятном календаре нашей страны появилась значимая дата – День Героя Отечества. Это день высочайшего государственного и общественного уважения к тем, кто удостоен самых почетных государственных наград – званий Героев Советского Союза, Российской Федерации, Ордена Святого Георгия, Ордена Славы. Эти люди совершили подвиги во благо нашей Родины, нашей страны, наших жизней. И сегодня в гостях нашей студии два таких отважных и очень сильных человека – Иван Сидоревич и Андрей Кветкин. Добрый день. Добрый день. Иван, вот для начала расскажите, какой у вас стаж службы? У меня стаж службы 19,5 лет. Это в календарях, и еще есть льготный стаж, это более 27 лет. Андрей, я знаю, что у вас есть орден мужества. Вот за какие заслуги он выдается? Орден мужества выдается за, скажем, личные достоинства человека, то есть это выполнение задач, как говорится, не щадя своей жизни, то есть выполнить задачу, поставленную, скажем, командованием. Вот. Также может выдаваться, скажем, офицерам, командирам подразделений за успешное выполнение их подразделений каких-то определенных задач, где не было, скажем, потерь. Ну, мы от всей команды «Студия 11» поздравляем вас с этим праздником. Вот, Иван, как вы отмечаете этот праздник, если отмечаете? Ну, к сожалению, прям так сильно не отмечаем. Дети маленькие, приходится с детьми как-то возиться. Поэтому, отмечать, я думаю, должны отмечать те люди, которые имеют звание Героя России, Героя Советского Союза, а мы должны их просто чтить, память их и знать их в лицо как минимум. Как относитесь к этому празднику? Очень положительно, считаю, это очень нужный праздник. Что герои Отечества, помимо службы, в свободное время, чем занимаются? Хобби, может, какие-то увлечения? Андрей, чем вы занимаетесь? Занимаюсь ремонтами автомашин своих, то есть, люблю ковыряться, скажем так. Плюс у меня частный дом, то есть много тоже по дому работаю. Также дети, то есть всегда есть чем заняться. Иван, мы уже узнали, что вы папы. Да. Спортом в основном. Сейчас вот переехал сюда, с Кавказа, летом, поэтому здесь лыжи. На Кавказе лыж нету практически, поэтому буду ходить на лыжах. А так очень хорошо отношусь к спорту, записался в фитнес-клуб, буду заниматься. Как вам Республика Коми, если вот такой резкий скачок, перепад? Очень понравилось мне. Доброжелательные люди, отношения очень хорошие, особенно к военнослужащим, к детям. Медицина детская очень хорошая, очень положительная. Вот как герой Отечества, чего бы вы хотели сегодня пожелать молодому подрастающему поколению? Вот на что может сделать какой-то акцент в плане воспитания? Я считаю, что нужно как минимум воспитывать это ответственность, чтобы каждый был ответственность, решительность, доброту к близким. Пожелать хочу молодому поколению то, что они чтили своих родителей, любили свою страну, и помогали младшим детям. Андрей, как считаете, какие качества должны воспитывать в себе мужчины, молодые парни, молодое поколение, по вашему мнению? В первую очередь оставаться мужчиной, то есть соответствовать, как говорится, званию мужчины, чтобы поступки были как у мужчины, то есть чтобы люди, именно скажем, молодое поколение, то есть не стеснялись оказать помощь в какой-то ситуации. В наше время часто можно встретить то, что, скажем, подростки могут ущемлять один другого, то есть проходят рядом более старшие, и никто не вмешивается, никто не делает замечаний, не отдергивает и так далее. То есть чтобы люди
подростки, дети, да, то есть как были более человечные. Спасибо огромное за нашу беседу. Желаю крепкого здоровья и удачи. Спасибо. Спасибо. В День Героев Отечества во всех муниципалитетах нашего региона проходят различные торжественные события и акции. Республика Коми помнит своих героев и гордится ими. Так, за героизм и мужество, проявленные при исполнении воинского долга, звание Героя России присвоено 9 нашим землякам. 2 из них – уроженцы села Усть-Цильма. Об их жизни и совершенных подвигах прямо сейчас расскажет моя коллега Елена Красильникова. Все, кто приезжает первый раз в Усть-Цильму, обращают внимание на красные звезды на домах и таблички с именами фронтовиков, погибших в годы Великой Отечественной войны. В этом северном селе берегут память о своих дедах и прадедах, которые сражались за Родину. В 2006 году порог военкомата переступил Владимир Носов. Уже тогда он точно знал, что свяжет свою жизнь с защитой Отечества. О герое России наш телеканал снял фильм «Шаг в бессмертие». Он поступил так, как он должен был поступить. Вот я и говорю, потому что если Если бы он поступил иначе, он бы не простил себе все равно. сам бы... Он бы... Не знаю. Он бы не смог просто жить. Владимир Носов вырос в селе Коровьи Ручьи и в школе возглавлял военно-патриотический клуб «Беркут». После Рязанского высшего командного училища воздушно-десантных войск был направлен в подразделение морской пехоты в Балтийск Калининградской области. Стал командиром десантно-штурмового взвода, а после и роты. 24 февраля 2022 года, когда Россия начала специальную военную операцию на Украине, Владимир Носов находился на лечении в госпитале. Он сбежал от врачей и уехал с товарищами на Донбасс. 26 марта в Запорожской области противник предпринял наступление под прикрытием крупнокалиберной артиллерии и реактивных систем залпового огня. Когда он услышал, что вот там какая-то наша соседняя рота попадает в окружение, и тут даже и мысли не могло быть о том, что он отсидится, потому что не было приказа или чего, лично проявив инициативу, потому что там же наши парни погибают. А он не мог сидеть в стороне и смотреть вот там, что если не было приказа, что вдруг там что-то случится, нет. Там мысли опережают, вернее, действия опережает мысль, еще не успел подумать, а уже прыгнул на БТР и поехал спасать своих. И в то время нету мысли о том, что страшно за себя, страшно, что не успеешь, что ты мог что-то сделать, а этого не сделал. В тот день Владимир Носов погиб один. Он выиграл бой и не потерял людей. По словам военных, это говорит о его высоком профессионализме и о том, что он думал о каждом своем солдате. Он ведь понимал прекрасно, что каждого там дома мама ждет. Что ему доверена рота 120 человек, ему доверены эти жизни. И он сейчас только решает, вернутся эти ребята домой или нет, а ведь надо и задачу выполнить. И вот так вот в нем все было. И людей сохранил, и приказ выполнил. Имя Владимира Носова присвоено новейшему противодиверсионному катеру, улице и школе в Балтийске, школе в его родном селе Коровьи Ручьи. Сегодня в Усть-Цильме вспоминают еще одного героя России – Ивана Поздеева. Он командовал 217-м гвардейским парашютно-десантным полком 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Полк оборонял район в Херсонской области. 28 июля этого года Иван Поздеев был смертельно ранен во время неоднократных попыток противника прорвать оборону. Сегодня в его школе торжественно установят парту героя. И еще немного о героях, только уже спортивных. По праву одним из самых хоккейных городов Республики Коми называют Печору. Больше 40 лет местные жители играют в дворовый хоккей. Самая первая любительская команда «Колос» появилась там в 1980-м, когда с десяток мужчин решили удовольствия ради играть после работы в хоккей. Ледовой площадки не было, поэтому строить ее пришлось всем вместе. Собственно, как и обеспечивать себя спортивной экипировкой. Форму по ночам шили из того, что было, коньки и клюшки искали по соседям. Потерять или испортить столь ценную атрибутику было очень страшно. Зато какие эмоции фейерверком взрывались на самодельной ледовой арене. Лед был на озере, а потом мы сделали бортики, освещение, построили переодеваться сарайку, там мы поставили буржуйку, с дырок ветер дул, мы переодевались, играли хоть в 30, хоть в 40 мы играли, не останавливаясь. Придешь после работы уставший, почистишь вот такую поляну лопаткой, а потом играешь
В 12 часов приходишь домой, помоешься, лег спать, утром встаешь и на работу пошел. Итак, понедельник, среда, суббота и воскресенье. А март был ударный месяц на коробке. Уже последние дни у бортиков подтаивало, играли почти каждый день. Буквально несколько недель назад Сергею Шипицыну исполнилось 70 лет, 60 из которых он стоит на коньках и играет в хоккей. За родной Колос мужчина отбегал 42 года. За эти спортивные достижения хоккеисты Печоры вручили ему кубок почетного игрока. Спортивная карьера Сергея Шипицына подходит к концу. Отыграть свою последнюю игру в роли судьи было непросто. Но сердце греет мысль о том, что опыт можно передать подрастающему поколению, говорит сам Сергей Федорович. Тем более, что с 2013 года в Печоре, благодаря появлению спортивно-оздоровительного комплекса «Сияние Севера», в спорт сильных духом начали играть на профессиональном уровне. В хоккей стали приводить детей. Стресс – один из неизбежных спутников нашей жизни. Увы, от переживаний и отрицательных эмоций уберечься получается не всегда. И тут стоит приложить максимум усилий. Если полностью побороть негатив не получается, то хотя бы сбавьте его влияние на ваш организм. Пострадать могут даже зубы. Стоматологи предупреждают, что стрессовое состояние приводит к гиперфункции жевательных мышц, а она, в свою очередь, к повышенной стираемости зубов. Красоту улыбки могут подпортить также и сопутствующие заболевания желудочно-кишечного тракта и слюнных желез. Так что, друзья, наполняйте свою жизнь медитациями, дыхательными практиками и как можно меньше впускайте людей, которые могут подпортить ваше эмоциональное состояние. Будьте здоровы и счастливы! И вот она, середина нашего выпуска. За экватором вас ждет еще много интересных историй. Не переключайтесь, скоро увидимся. В эфире «Студия 11», самый яркий информационно-развлекательный ресурс телевидения Коми. Мы продолжаем наш выпуск, и вот основные темы второй его части. Все, что истинно и справедливо. Поговорим о правах человека с омбудсменом Республики Коми. Шудлун. Чем живет один из самых опытных музыкальных хоров Республики Коми? Гармония тела, ума и духа. Пилатес. Все секреты приятной физической нагрузки. Уже завтра мир отметит Международный день прав человека. 10 декабря 1948 года была принята Всеобщая декларация прав человека. Эпохальный документ, в котором прописаны неотъемлемые права, присущие каждому из нас, вне зависимости от расы, цвета кожи, пола, языка, а также религии, политических или иных убеждений и происхождения. Знать свои права важно, в первую очередь для того, чтобы в нужный момент уметь правильно их отстоять. Иными словами, защитить себя и свои интересы. На эту тему мы пообщаемся сегодня с Верой Железцовой, уполномоченным по правам человека в Республике Коми. Вера, здравствуйте. Добрый день. Вот первый вопрос такой. На что были направлены жалобы в этом году жителями Республики Коми? Ну, начнем с того, что у нас в этом году поступило уже больше 700 жалоб от граждан. И жалобы самых разных тематик, самых разных направлений. Как правило, чаще всего люди у нас жалуются на медицинское обеспечение, к сожалению. Особенно, когда мы выезжаем в сельские районы. Жалуются на то, что не хватает терапевтов, жалуются на то, что не хватает узких специалистов, жалуются на то, что не хватает специалистов, которые могут осмотреть несовершеннолетних. Да? Очень много жалоб поступает на действие или бездействие судебных приставов. То есть у человека списываются, например, денежные средства, он не понимает, за что их списали, и мы в этом направлении очень плотно работаем со службой судебных приставов, мы разбираемся индивидуально в каждой ситуации и выясняем, законно либо случайно по ошибке, по какой-то деньги были списаны. Много у нас обращений поступает по поводу переселения из ветхого и аварийного жилья, вопросы по предоставлению жилья детям-сиротам. В общем, очень много различных направлений. И вот если перечислять все темы, с которыми к нам обращаются люди, да, просто не хватит времени. Тема преступления и наказания – это, вот я знаю, злободневная тема, верно? Тема злободневна, особенно для той категории граждан, которые находятся в местах лишения свободы. Вот у нас из практически 700 обращений, которые к нам поступили, 45% это обращения из мест лишения свободы. То есть обращаются из изоляторов временного содержания, из спецприемников, из СИЗО, из колоний.
И очень часто задают вопрос и жалуются на, ну, как считают граждане, на необоснованные обвинительные приговоры, либо на то, что слишком большой срок дали. То есть эта тема, она всегда актуальна, и актуальность свою она не теряет. А вот, Вера, по статистике как растет вверх или наоборот вниз вот обращение? Ну, я вообще считаю, что статистика вещь упрямая, но гибкая, да? То есть количество обращений можно по-всякому посчитать. Говорить о том, что растет, ну да, наверное, все-таки растет. Тут ведь еще очень много зависит от того, какой метод работы выбираешь, да? Если, например, мы постоянно выезжаем в сельские районы, я считаю, что это правильно, выезжать в отдаленные населенные пункты, потому что не всегда люди оттуда могут обратиться к уполномоченному. Поэтому мы едем сами, мы собираем людей, мы узнаем, какие у них есть жалобы, где они считают, что их права нарушены, где они считают, что с ними поступили несправедливо. Может быть, за счет этого процент у нас немножко вырос. Если мои права, например, нарушены, что нужно сделать? Вот какой порядок действий? Если вы считаете, что ваши права нарушены тем или иным, например, министерством или ведомством, да, если вам не понравился ответ, который, или вы с ним не согласны, который к вам пришел, ну, например, из филиала там, районного пенсионного фонда, то, конечно, вы должны обжаловать свой этот ответ у республиканского пенсионного фонда. И если вдруг вы уже не можете найти точки соприкосновения, вы считаете, что все равно по отношению к вам поступили несправедливо, конечно, нужно обратиться либо в прокуратуру, либо к уполномоченному по правам человека. Вера, какие планы на будущее вот, у уполномоченного по правам человека? Ну, планов очень много. Конечно же, в первую очередь рассмотрение жалоб граждан и подойти к каждой жалобе индивидуально, каждой жалобе конкретно. Конечно же, это правовое просвещение, то есть консультировать наших людей, да, обучать наших людей. Безусловно, очень пристальное внимание уделяю работе с молодежью, тем более у нас следующий год объявлен годом молодежи, да, и мы сейчас разрабатываем цикл различных мероприятий, цикл лекций о том, как защищать свои права, что такое права, что такое обязанности в том числе. И будем работать с молодежью очень усиленно. Спасибо огромное за нашу с вами беседу. Спасибо. Солидный возраст и не один десяток лет трудового стажа. Несмотря на богатый опыт за плечами, участники хора «Шудлун» полны жизнелюбия, энергии и энтузиазма. Вот уже 15 лет ветераны сохраняют песенные традиции для новых поколений. Познакомилась с активными бабушками и дедушками моя коллега Алена Туркина. Вот так весело и задорно проходят репетиции номеров хора «Шудлун». Встречаются участники коллектива 3 раза в неделю, поют, танцуют и общаются. Традицию регулярных творческих свиданий бабушки и дедушки несут уже 15 лет. История хора началась в 2007-м. У истоков объединения стояла Валентина Ивановна Белослудцева, и сейчас женщина сверкает на сцене. Узнала, что у нас есть такой культурный центр, социальный центр для пенсионеров. Вот. И я туда пошла, смотрю, поют, танцуют. Мне тоже хочется что-то себя деть. Вот. И вот это я нашла местечко. И вот так потихоньку я там приглядывалась, и организовали мы свое небольшое ячейку хора. Первый, значит, у нас было 23 человека. Вот, баянистов не было ничего. И вот так мы потихоньку там занимались. Но... Зато сегодня душевные песни звучат под аккомпанемент гармонии. Единственный мужчина в коллективе Валерий Иванович присоединился к Шудлуну 10 лет назад. Но за творческую декаду интерес не угас ни на талику. Пенсионер старается не пропускать ни одной репетиции, даже приходит пораньше, чтобы подготовиться и повторить материал. Зачем быть одиноким? Надо всегда быть в обществе. Всегда поющие, всегда с кем-то поговорить. Не будем же лежать в постели, охать, ахать. Лучше общаться с людьми. Они поют, я играю, они поют. Как можем, так играем. Людей веселим, как можем.
Репертуар коллектива не маленький, но чаще поют на коми-языке. Для многих из артистов он родной. Вот и получается, что Шудлун сохраняет и приумножает духовное богатство самобытной культуры республики. К каждому концерту готовятся основательно, шьют костюмы, подбирают реквизит. Делают все сообща, но основная нагрузка ложится на правую руку художественного руководителя, старосту Нину Васильевну. Она знает все тонкости подбора сценического гардероба. Некоторыми секретами поделилась с нашей съемочной группой. Темный цвет, он холодит для нас, а мы уже ведь такой возраст красивый имеем, и нам нужно, конечно, быть еще красивше. Я люблю, чтобы было у всех одинаково, никто, чтобы не выделялся. Бусы так бусы, туфельки черные, и у всех такие одинаковые шапки, разноцветные, но шапочки. Курточки у нас такие красивые, утепленные на зиму. Где-то весной нам приходится выступать, где-то под осень глубоко холодно, и чтобы мы были тоже оригинальными, в перчатках. И, вы знаете, красиво смотрится. Свой день рождения коллектив отметит с размахом – юбилейным концертом на сцене Сыктывкарского дома развития культуры и искусства. Своему телу мы можем как принести пользу, так и нанести вред. Например, ненароком получив какую-то травму. Главное, если вдруг это произошло, правильно восстановиться. Один из самых эффективных и востребованных способов выйти из травмированного состояния – пилатес. Разработанный в начале 20 века вид физической нагрузки предполагает полную гармонию между телом, умом и духом. Подробнее о пилатесе в нашем следующем сюжете. В чем суть пилатеса? Это же целая философия. Это философия практически как йога, да. Основная цель пилатеса – это восстановление естественного движения тела, подвижности суставов и включение глубокой мускулатуры тела, которая непосредственно укрепляет наш позвоночный столб, то есть который дает здоровье нашему позвоночнику. Я сразу такой выпрямился. Да. Ну, естественно, улучшение общего самочувствия. То есть это вот основные цели пилатеса. Кто может заниматься пилатесом? Дети Человек могут любого заниматься? возраста, если ребенок готов, да, то есть в моей практике были дети и 9 лет, и 10, младшие я, конечно, стараюсь не брать, потому что, пока они не знают, где там находятся, да, пока еще, и им не хочется работать пока в медленном темпе, то есть дети, они все равно более подвижны, так, для любого возраста, то есть если ребенок готов, то он может заниматься пилатесом. Другое дело, что тут еще у каждого, как сказать, свой темперамент, да, поэтому не каждому ребенку такой вид деятельности подойдет. Но в целом, да, и детям, и взрослому поколению. Взрослому поколению, старшему. Обязательно, естественно. Всегда есть что улучшить в теле. Всегда. Нужно давать себе отчет, что отправная точка у всех разная. Да? То есть если взять меня, да, у меня в детстве и юности там была школа хореографии, понятное дело, у меня точка отсчета, да, она немножко была другая, нежели, например, если взять человека, который никогда ничем подобным. У меня не было да, то есть, хореографии тут в жизни. нужно понимать, что, да, как бы точка отсчета у всех разная. Поэтому мы улучшим в любом случае то, что имеется, но надо понимать, что балерину там, например, или цирк дю Солей, как бы из определенного человека уже не выйдет. То есть это надо понимать. Да. А как строится вообще тренировка по пилатесу? От простого сложно. То есть разминка, да? Пилатес, нет, в пилатесе нет разминки. Тут уже тренер должен понимать, что он хочет сегодня дать человеку. И он идет от простого сложного. То есть у нас нет разминки, я просто готовлю те, грубо говоря, суставы, подготавливаю стабильность там, где мне нужно, увеличиваю мобильность плечевого сустава, зная, что я дам в конце, и я человека так потихоньку готовлю к такому более сложному упражнению. Лен, сколько нужно заниматься пилатесом? В идеале 3 раза в неделю. Вот, друзья, я хожу ровно 0. Это плохо. Но будем стремиться, есть к чему идти.
Друзья, я надеюсь, мы вас замотивировали с Леной на тренировку по пилатесу. Приходите обязательно. Это не только про спорт, это про здоровье. Лена, огромное тебе спасибо за тренировку. Пожалуйста. А до Нового года тем временем осталось всего 3 недели. Да, друзья, как же приятно отсчитывать дни до самого волшебного праздника в году. Своих любимых и близких можно поздравить и заранее. Мы прошлись по улицам Сыктывкара и запечатлели пожелания от жителей столицы Республики Коми. Смотрим. Я всех жителей Республики Коми хочу поздравить с наступающим Новым годом. Хочу обратиться ко всем. Сохраняйте дружеские и добрые отношения по отношению друг к другу. Несмотря на нашу сложную сейчас жизненную ситуацию, оставайтесь более улыбчивыми, добрыми. Дарите свое душевное тепло всем и помогайте друг другу. И здоровья, здоровья и здоровья. Я хочу пожелать здоровья и счастья, чтобы у всех все было хорошо. Желаю всего самого хорошего в этом году. Доброго, здоровья всем. Ну и счастья. Наш любимый детский дом. Всех поздравляем, сотрудников и деток. Вот едем, соскучились. Домой едем. Всем привет. С Новым годом всех. Всем доброго здоровья, счастья, особенно молодым, любви. Дорогие друзья, дорогие жители Республики Коми, все, кто нас знает и все, кто живет в республике, желаем всем в это предновогоднее время всего самого лучшего, чтобы все ваши мечты сбылись обязательно. Верьте в это, верьте обязательно, так произойдет. Обязательно будет сказка, чудо, и все будет в лучшем виде. С Новым годом наступающим! С Новым годом! Эфирное время студии 11 на сегодня подошло к концу. В продолжении этой пятницы хочется пожелать вам только душевного тепла, улыбок и море позитива. Меня зовут Андрей Кабишев. До встречи в эфире. Пока!